Привет всем девчонкам, которым не сидится на месте без творчества. Мастерская программы «Зеркальце» снова открыта. Меня зовут Юля, а вместе со мной сегодня мастерит Гальсар. Всем привет! Гальсар, насколько я знаю, твое имя переводится как «Хрусталь». Да, и правда, мое имя переводится «Хрусталь». О драгоценностях мы заговорили сегодня не просто так. Сегодня нас ждет ювелирная работа. Вы увидите, что простая картонная коробка может превратиться в шкатулку. На нашем рабочем столе множество различных шкатулок из разных материалов. Посмотрим? Давай! Вот это деревянная. А вот это из настоящего камня, яшма. Ой, какая она тяжелая! Да, но зато красивая и прочная. Вот фарфоровая. Это тоже из фарфора. Очень красивая. А вот эту шкатулку Гальсар сделала сама. Из чего она? Из картона и флиса. Здорово, замечательно получилось. Вот эта шкатулка у нас из бересты. Фарфоровая, украшенная стразами. А это я привезла из путешествия. Очень красивая. А вот этот сундучок хранит множество украшений. Посмотрите, какая красота! Шкатулки с давних пор полюбились барышням и не только благодаря красоте. В прошлое столетие любая шкатулка обязательно хранила в себе какой-нибудь секрет. Потайное отделение, двойное, тройное дно, затейливые замки, открывающиеся после нажатия потайной кнопки. И это только часть ухищрений, на которые шли мастера. В детстве мне очень нравилась сказка «Малахитовая шкатулка». Я всегда мечтала о такой. Если вы ее не знаете, то обязательно посмотрите или прочитайте. А сегодня мы сделаем такую шкатулку, какая нам нравится. Итак, нам понадобится картон, линейка, простой маркер или фломастер. Возьмем CD-диск. Мы будем использовать его как основной шаблон для нашей шкатулки. А еще нам понадобятся ткани. Еще мы возьмем немножко синтепона, двухсторонний скотч. У кого его нет, можно использовать обычный клей для плотных изделий. Конечно же, иголки, нитки, свечка и циркуль. Но можно обойтись и без него, но с ним будет гораздо аккуратнее. И, конечно же, ножницы. Итак, для начала берем картон, диск и нарисуем 3 круга. Дно, внутреннее дно и крышка. Прикладываем наш диск к картону и обводим его при помощи маркера. Первый кружок у нас остается неизменным. Его можно уже вырезать. А вот второй и третий мы увеличим и уменьшим при помощи циркуля. Итак, дно внутреннее уменьшаем на 5 миллиметров. Итак, внутреннее дно остается без изменений, а вот второй и третий круг мы увеличиваем на 2 сантиметра для припусков. На наших припусках мы делаем вот такие надрезы, для того, чтобы можно было легко согнуть и соединить с основанием. Девчонки, никогда не забывайте про технику безопасности. С ножницами работаем очень аккуратно. Готово? Да. Теперь наши припуски нужно отогнуть. А чтобы было аккуратно, я сделала вот так. Наши кружки основания готовы. Теперь вырежем корпус для нашей шкатулки. Берем большой картон
Вырезаем 3 полоски длиной 39-40 см. Первая полоска шириной 8 см, вторая чуть меньше, ну а третья совсем маленькая, 3 см, для нашей крышки. Когда-то каждая шкатулка, как и та, которую мы делаем сегодня, изготовлялась вручную и в единственном экземпляре. Порой сундучок украшен драгоценными камнями, а внутри обитый шелком или бархатом, стоил дороже, чем драгоценности в нем. Шкатулки тех времен были настоящим произведением искусства и доступны были только самым богатым людям. Все наши картонные детали готовы. Теперь вырезаем все то же самое, но из ткани. Бархат у нас будет снаружи, а изнутри атлас. Шкатулки с давних пор полюбились барышнями не только благодаря красоте. В прошлом столетии любая шкатулка обязательно хранила в себе какой-нибудь секрет. Потайное отделение, двойное, тройное дно, затейливые замки, открывающиеся после нажатия потайной кнопки. И это только часть ухищрений, на которые шли мастера. Шкатулка становилась ценностью сама по себе. В ее потайных уголочках хранились и самые любимые сережки, и письма от кавалеров. Все детали нашей шкатулки мы перерисовали на ткань. Теперь вырезаем. Ну вот мы вырезали ткань. Картонные детали у нас давно готовы. У тебя все готово? У меня все готово. Ну что ж, собираем нашу шкатулку при помощи двухстороннего скотча. Восточные страны подарили миру самые красивые шкатулки, а вот европейская Швейцария – родина шкатулок музыкальных. Так что знайте, милые рукодельницы, что Швейцария славится не только сыром, шоколадом, надежными банками и часовыми механизмами, и шкатулки для часов появились тоже там. Ты собираешь крышку, ну а я дно. Хорошо. Ну что, Гайсар, крышка готова? Да, крышка готова. Вот так при помощи волшебного двухстороннего скотча мы соединили ткань и картон. Получилось основание и крышечка. Сейчас мы будем делать дно нашей шкатулки, чтобы и внутри она была тоже красивой. Внутреннее дно у нас будет объемным при помощи синтепона. Давай синтепон. Нам нужно его совсем чуть-чуть. Гальсар, а ты знаешь, из чего делают синтепон? Не знаю, может быть, из пластика? Ты не поверишь. Это вторичное сырье, а делают его из пластиковых бутылок, таких, как, например, из-под лимонада. Ничего себе! Мягкое донышко для нашей шкатулки готово. Укладываем все вовнутрь. Вот такая мягкая она у нас внутри. Почти готово, но осталась еще самая творческая часть. Мы украсим нашу шкатулку
при помощи вот этой ткани. Кстати, это органза. Знаешь, где и когда она появилась? Ну, наверное, в Китае. Все правильно, она пришла к нам с Востока. Восточные умельцы всегда удивляли весь мир, не промахнулись и на этот раз. Только они когда-то знали особый секрет плетения этой прозрачной ткани. Теперь органза – это и материал для одежды, и упаковка для подарков, и украшения для букетов. В Европе она появилась чуть больше 100 лет назад и была по карману лишь немногим. Ну вот и все, готово. В такой шкатулке намного приятнее хранить вещи, чем в обычной коробке. Дерзайте, девчонки, и вы. Из простой вещи всегда можно сделать что-то необычное и оригинальное. Увидимся в зеркальце. Пока-пока!